Татаринформ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Дмитрий, а вот ожидали ли вы, что вот ваше высказывание во время пресс-конференции получит такой резонанс, и как все это получилось? Что вы имели в виду? Нет, конечно. Была обычная рабочая ситуация. Шла пресс-конференция, на которой я был модератором, и в какой-то момент одно из татароязычных изданий задало вопрос на татарском языке. Ну, это обычная практика, если там на моих пресс-конференциях, где я являюсь модератором, задают там 1, 2 вопроса, 3, 4, 5 на татарском языке, это ничего, ответили. Но здесь это переросло уже в диалог, и люди начали говорить между собой в течение где-то около 17 минут. В итоге там, надо сказать, что все-таки пресс-конференция была регламентирована как русскоязычная. У нас есть обычно, для удобства работы журналистов, у нас есть 3 вида пресс-конференций. То есть у нас есть русскоязычная пресс-конференция, у нас есть пресс-конференция двуязычная, и у нас есть пресс-конференция татароязычная. Сделано это для чего? Для удобства работы журналистов прежде всего, а не для того, чтобы ограничить чего-то где-то в ком-то. Вот. Понятно, что когда пресс-конференция заявляется как русскоязычная, то на нее приходят, процентов 70, наверное, русскоязычных журналистов, которые не готовы к развитию какой-то ситуации, и задача, когда будет задан вопрос на другом языке. В итоге после 17 минут разговора у нас русскоязычные журналисты, которые, конечно, не понимали, о чем идет речь, начали вставать, собираться, уходить. В этом случае, конечно, модератор должен был что-то делать. Вот. И я не прервал вопрос, я дождался, пока закончится вопрос. То есть как бы не было такого, что я там прям наехал и сказал, давайте мы не будем вообще задавать вопросы вот на татарском языке. Я дождался, пока закончили. И просто попросил, что если на пресс-конференции, которая была заявлена как русскоязычная, задают вопрос на татарском языке, пожалуйста, дозволено, но тогда должен быть перевод, чтобы понимали все, в том числе и модератор. Потому что о чем там говорили 17 минут, непонятно, какие вещи говорили, непонятно. И поэтому, мне кажется, это вполне логично, когда модератор попросил просто перевести то, что говорили на татарском языке. Всего лишь. Никакого там злого умысла, ничего другого не было. Только это. И почему получила такое развитие, вот эта ситуация, я пока не понимаю. Если уж говорить, там, я не знаю, словами татарскими, я понимаю татарский язык в определенном количестве, да, то есть я могу понять слов, о чем говорят. Конечно, недосконально там что-то, не то, чтобы переводить тексты, но понимаю. И говоря вот этими словами, то есть «садерген детел, безерген детел», то есть язык, он может помочь как помириться, так и поругаться. Я не знаю, почему эта ситуация пришла вот почему-то к такому логическому выводу многие пришли. Я не понимаю. Если кому-то показалось обидным то, что я сказал, или как-то не так поняли фразу, я сожалею об этом, но вот как получилось, так получилось. Ничего другого я кроме того, что дали перевод русским журналистам, я под своими действиями не подразумевал. А что вы хотели бы сказать людям, может быть, кому-то вы говорите, что может, кому-то показался это обидным? Во-первых, если касается лично меня, то я сам очень положительно отношусь к изучению татарского языка, что в школах, что в детских садиках. У меня жена татарка, у меня ребенок, второй уже ребенок. Вот. Второй я тоже, надеюсь, будет изучать, ему пока еще только 3 месяца, извините, но вот старший, она ходит в садик, она изучает татарский язык. На последнем поздравлении с Днем мамы она рассказывала стих на татарском языке. То есть я горжусь вот такими успехами своего ребенка. И в дальнейшем это, конечно, только будет помогать вообще. Особенно, когда ты живешь там в Татарстане. Необходимо владеть 2 языками. Вот. Я сам
в каких-то моментах, ну, я сам интересуюсь, в принципе, культурной жизнью, да, в том числе и татарского народа. У меня были пресс-конференции и по мечети РДМ, по мероприятиям, были пресс-конференции с певцом Салаватом, были пресс-конференции с Камиль Хазратом Самигуллиным. То есть я целиком и полностью поддерживаю вот эту программу, которая сейчас идет по изучению татарского языка. Это должно продолжаться дальше. Вот, и что-либо дальше сказать я не знаю. А не изучаете ли вы в дальнейшем с детьми, может быть, татарский язык? Не планируете? Честно говоря, я хотел бы знать лучше. Мне того запаса, который у меня есть, явно не хватает. И это вот где-то сказывается даже на общении, где-то сказывается на пресс-конференциях. Если бы я знал там язык более доскональный татарский, наверное, в такой ситуации, скажем, как получилось вот на этой пресс-конференции, могло бы, наверное, и не быть. Татаринформ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.